Один из самых посещаемых пляжей столицы – пляж Синоп, который также известен как Синопский или Моко. Туристы отмечают, что уникальная особенность абхазской природы в том, что береговая линия максимально близко граничит с горным ландшафтом, и пляжные зоны устланы не песком, а преимущественно галькой. Именно галечный береговой ковер не образует взвеси из песка, которую разгоняет морской прибой, делая воду мутноватой. Мы первый раз в Абхазии, но мы очень довольны. Это место, куда мы будем возвращаться снова и снова, 100%, потому что здесь столько всего. Мы были на Рице, мы были в горах, мы столько видели. Здесь супер море, горы, здесь есть все для кайфа вообще. Не нужно ни... Пляж супер. И песочный, и галечный на любой вкус. Нам все понравилось. Пляж, мне понравилось, что здесь какая-то волонтерская группа ходила, да, и вот это все убирали, собирали, кстати, это прям очень круто. Это очень здорово. Поэтому, да, в принципе, мы вообще не заметили каких-то грязи, каких-то бутылок, осколков. Да, мы довольны. Ну, я, конечно, уже много читала перед тем, как сюда ехать, и по отзывам ваших отдыхающих. Вчера мы были там в районе, где мы живем. Конечно, пляж там не понравился, а сюда приехали, все нравится. Прям все нравится. Все есть, все, что необходимо? Все есть. И даже я удивилась, говорю, камеры хранения. Это мечта наша. Сколько раз приезжали на Кавказское побережье, всегда думаю, ну почему нет камер хранения? Вот, все нравится. И чистота, и прям хорошо, комфортно очень. На пляже есть все необходимое для приятного отдыха и даже больше. Здесь можно взять на прокат шезлонги и зонтики. Удобно разместиться под бамбуковыми зонтами, домиками или отдохнуть в гамаке. Все очень серьезно, ответственно отнеслись, чтобы максимально комфортно было отдыхающим, с учетом их просьб, с учетом их пожеланий, с учетом того, как, на какое, скажем, они реагировали, да, что им больше нравилось. Мы создали максимально благоприятные условия и выбор. Кто хочет, может под навесом отдыхать, кто в домике, кто в шалаше, а кто просто так на пляже. Все-таки мы по-другому, более современный комплекс будем, наверное, если получим на это разрешение, строить, чтобы тут и фитнесом люди могли заниматься, там может быть и бассейн какой-то будет. Ну, какие-то мы имеем, в дальнейшем посмотрим. У нас есть камеры видеонаблюдения у входа внутри. Фактически весь процесс тут находится под круглосуточным наблюдением. Потом, помимо этого, у нас есть два охранника ночью, днем. 4 человека работают. У нас есть работники, которые, потому что каждый день бывает, особенно после дождей, пляж надо очищать от листьев, от веток, от всего, от мусора. Каждое утро, пока вот придут отдыхающие, да, где-то всем приходят, все граблями убирают, чистят, подготавливают пляж такой чистый, как будто бы вообще вчера никто не ступал. Вот так вот каждый день мы готовим вот так пляж. У входа на пляж торговые точки со всем необходимым для туристов. Ларьки с мороженым и напитками, кафе и бары. Работают водные аттракционы, прокат лодок, катамаранов, водных мотоциклов и надувных матрасов. Есть площадка для любителей пляжного волейбола. В МОКу предоставляются также услуги массажа. Массаж на пляже чаще всего относится к релакс-процедуре, поэтому это минимум приемов массажных техник, а также ограниченное время. Полчаса 900 рублей, час 1800, массажи разные, классические, мануальный, лимфодренажный, лечебный, антицеллюлитный. А если вы любите разные прически с необычным плетением, то в Моко пляже вы станете эффектной обладательницей тонких африканских косичек и не только. Зизи, французские, каникалон, брейды. Если зизи или по-другому это афроплетение, от 40 рублей косичка. Если это брейды, то они идут в зависимости от материала, какой материал вплетаем. Если просто без материала, то 250 рублей одна косичка. А если уже выбирают какой-то материал, там уже смотрим 350 рублей, 400 рублей, 500 рублей. Это все в зависимости от того, какое количество брейдов и какой материал вплетается. Съемку мы продолжили в кафе «Афалина», которое расположено на набережной Махаджиров. За чистоту пляжа на данной территории отвечает предприниматель, который арендует данное кафе. Пообщаться с ним нам не удалось, так как его не было на месте. Да и на пляже было немноголюдно. Однако мимо довольных туристов мы пройти не смогли. Начала с Сандрипша и все побережье. Везде останавливалась, мне везде все нравилось, да, хорошо. Море, вода шикарно, воздух здесь совсем такой другой. По сравнению даже с Крымом, мы бы отдыхали в Крыму, и с Крыма переехали этот же отдых сюда.
Водичка вообще замечательная, люди прекрасные. Да, пляж очень чистый. И даже мы были, когда-то был шторм вечером, а утром пришли, чистота, все убрано. Вообще замечательно. А по пляжу все супер классно, у вас само побережье шикарное, набережная ваша красивая. Но, наверное, я бы сделала коктейльную карту, более такую демократичную по ценам. Недавно ездила в Анапу, я сама из Краснодара. Вот, там очень часто бывают водоросли, и купаться в море невозможно. Здесь приехала, красота у вас нереальная. Но я бы добавила бы к этой всей красоте, что нет такого места, где можно, например, потанцевать. То есть какой-то определенной точки, да, например, на морском пирсе вчера видел, где вот корабли, но все закрывается в 11 часов. Как известно, парламент Абхазии внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях, увеличив штраф за появление на улице в ненадлежащем виде. Теперь за нахождение в общественных местах, за исключением пляжей, в купальниках, плавательных шортах или обнаженном виде, гостям и жителям Абхазии будет грозить штраф в размере 6000 рублей. Опрошенные нами туристы поддержали данный закон. Это нормально. Мы же тоже там, у себя дома, когда я живу, я же не хожу в купальнике. У моря окей. Когда выходишь, например, на территорию, мы сразу все закрываем и идем. Здесь нет никаких проблем с этим. Ну, я поддерживаю вот Марину и согласна с ней. А у вас дети, и это правда не очень красиво, когда человек идет в нижнем белье. Да, мельком читала об этом. Ну, в принципе, мне кажется, это вполне нормально. Даже у нас в России на определенных курортах нельзя заходить в купальниках в магазины, в общественные места. То есть, ну, мне кажется, это эстетично, правильно. Ты заходишь в магазин, просят выйти, что-то на себя одеть, но без штрафов. Ежегодно перед началом курортного сезона городские коммунальные службы ведут работы по очистке прибрежной территории. ГИМС уже больше недели проводит проверку пляжей. В столице все еще ощущается нехватка спасателей. Прозрачная морская вода тоже может таить опасность. Помните о преломлении света. Может показаться, что глубины достаточно для безопасного прыжка, но проверять это плохая затея. Сария Кварцхеля, Рамо Камкия, Абхазское телевидение.